Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ең біріншіден баршаларыңызды бүгінгі Казатомпромның 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтағым келеді. Баршаларыңызға зор денсаулық, жұмыстарыңызда табыс, сәттілік тілеймін. Менің бүгінгі шолу жасайтын тақырыбым ол уран өндірісі циклі жайлы презентация. Казатомпром өзінің 25 жыл тарихында әлем өндіруден соңғы 10 жылдықта номер бірінші көшбасшы болып келеді. Бүгінгі күнде уран өндірісінің жер асты шаймалау әдісі бойынша Казатомпромның үлесі 24%-ды құрайды. Ал Қазақстанның үлесі болса 40%-дан асады. Және де дүниежүзілік ядролық қауымдастықтың деректері бойынша бұл әдіс ақш-та ең үнемді экологиялық қолайлы өндіріс әдісі болып табылады. Және өздеріңіз білетіндей бұл тәжірибе жүзінде дәлелденген. Бәріміз білетіндей жер асты шаймалау әдісі негізгі ерекшелігі ол уран рудасын қазып жер бетіне көтерудің орнына күкірт қышқыл ерітіндісін жер астындағы уран пластына енгізіп, уранды ерітінді ретінде жер бетіне насостың көмегімен көтеріп, және одан ары қарай құбырлар арқылы өндіріс кешеніне жөнелтеді. Жер асты шаймалау әдісінің карьер немесе шахтамен салыстырғанда бірнеше артықшылықтары бар. Олардың бәрі слайдта оң жақта көрсетілген. Қысқаша айтса, ол жер қойнауын игеру кезінде қызметкерлерге және қоршаған ортаға радиациялық әсері төмен. Оған қоса өндірістің экономикалық және өндірістік тиімділігі өте жоғары болып саналады. Келесі өңдеу цикліне ары қарай жалғастырсақ, я уверен, что каждый из вас очень хорошо знаком с циклом добычи, с циклами переработки, и хочу кратко остановиться на основных переделах переработки. Как указано на слайде, основные 6 переделов переработки. Это у нас первый передел сорбция, когда продуктивный раствор проходит через колонны, наполненные ионообменной смолой. На выходе мы получаем уран в смоле, который переходит на следующий передел десорбции. Десорбция – это обратный процесс сорбции, который путем применения нитратного раствора на выходе мы получаем, то есть мы отделяем уран от смолы, получаем товарный дисорбат и смолу. Смола после денитрации обратно возвращается в производство. Товарный дисорбат переходит на следующие переделы. Это осаждение, фильтрация. На стадии осаждения происходит кристаллизация. Мы получаем пульпу, которая после фильтрации, на выходе мы получаем всем известный продукт желтый кек. И следующий передел – это прокалка. Это когда желтый кек проходит через обжиг в печи. И на последнем этапе мы получаем готовую продукцию закись-окиси. Я бы хотел отметить основные мероприятия, которые являются примером коллективного рационализации у нас на предприятии ТУАПАК. Кроме того, вы все знаете, что у нас среди ДЗО идет постоянный обмен опытом, постоянное совершенствование технологических процессов. К примеру, у нас указаны основные ключевые достижения, которые были реализованы на ТО предприятии АПАК. Одно из них – это футировка колонн, которая помогла нам снизить
расход химических реагентов. Также был введен пескостойник. Благодаря пескостойнику мы смогли снизить расход смолы в 2 раза. Следующее это тем, что вот у нас на АПК мы гордимся, это печь обжига. На ту АПК имеется патент, то есть печь была доработана, модернизирована силами наших сотрудников, благодаря чему мы смогли увеличить производительность печи в 1,5 раза, но при этом снизить расход электроэнергии в 2 раза. Кроме того, данная печь, она в 4-5-6 раз стоит дешевле импортных аналогов. Также на слайде показан основной экономический эффект. Это в годовых цифрах. Я думаю, что это очень хороший результат, и это именно результат рационализаторства наших сотрудников. Следующий слайд – это дальнейшие этапы создания цепочки стоимости в наших компаниях. Про производство закиси и окиси я вот уже вкратце проговорил. Здесь основные акценты мы уделяем как раз-таки на контроль качества, на бесперебойность нашего производства, а также следующим этапом является упаковка. В ходе упаковки это как раз-таки контроль качества упаковочных материалов и самой упаковки. У нас на предприятии, чем мы можем гордиться, мы внедрили специальные чек-листы, то есть даже новый сотрудник, который приходит, он знает, что ему надо сделать, чтобы не упустить даже какие-то очень мелкие детали в ходе оформления. Ну и следующим этапом является отгрузка. При отгрузке основные акценты мы ставим на безопасность при транспортировке готовой продукции, контроль сопроводительной документации и отчетности ядерных материалов. Реализация, я считаю, это уже логическое окончание как раз-таки той цепочки создания стоимости, о которой мы всегда говорим, которая является для производителя контроль качества продукции и всей цепочки всегда были и всегда будут в центре внимания не только Казатомпрома, но и конкурентов. Поэтому постоянный контроль и улучшение процессов производства, упаковки, транспортировки, реализации создает ценность нашей продукции, нашей компании и всего холдинга в целом. Конечно же, репутация, она напрямую зависит репутация нашей компании Казатомпрома напрямую зависит от качества готовой продукции, что позволяет нам на протяжении долгих лет являться мировым лидером в нашей сфере, быть надежным партнером для всей мировой атомной промышленности, благодаря чему наша компания является частью мирового производства урана и частью, мы горды, что наша компания является частью большой компании, которая в свою очередь листингуется на мировых фондовых биржах. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос такой, Дархан, можно? Да. Вам нравится работать в АПК? Да, конечно. Такой вроде простой вопрос, да? Да. А чем нравится вам работать? Почему? Ну, я думаю, что в первую очередь это коллектив. Так. У нас в компании работают, мы часто говорим о наших ценностях, да, но на самом деле это это ежедневная вещь, с которой мы встречаемся, да, профессионализм. А в чем ваша ценность как руководителя? В чем ваша ценность как Дархана Абдимулдаева? Вопрос такой очень трудный. Я думаю, что
Вот. Говорят, что репутация — это то, когда о тебе говорят твои коллеги. И ваши коллеги говорят, что вы красавчик. Спасибо. Спасибо большое, Дархан. Спасибо. Добыть, транспортировать, упаковать — это одно. Очень важно это все реализовать. Пожалуйста, Аскар Батырбаев, главный директор по коммерции холдинга «Казатомпром». Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад всех приветствовать на данном таунхолле, который посвящен 25-летию нашей компании. Ну и, пользуясь возможностью, я хотел бы всех поздравить с днем рождения компании и отметить высокие достижения, которые мы, в принципе, уже достигли и можем похвастаться. Ну, Дархан очень хорошо описал технологический процесс, насколько важно качество продукции. Вот, очень хорошо все изложил вот, во всем производственном цикле. Да, для нас очень важен контроль качества продукции, но на самом деле не менее важен и момент с упаковкой. То есть я объясню даже почему. Более 20 лет мы, в принципе, использовали очень эффективный, но на самом деле уже устаревший процесс упаковки. Мы использовали в каждом контейнере практически 700 килограмм дерева. Все это упаковывалось, ставилось, все это было очень надежно. Это было с советского времени. Но вот уже новое время диктует новые требования. Есть уже определенные правила ESG, по которым мы должны бережно относиться к экологии, ко многим моментам, которые должны нам помочь, чтобы завтра при внедрении всех рейтингов ESG и всех требований, которые придут, а это рано или поздно случится, мы должны этому всему соответствовать. Почему я акцентирую на этом внимание? Ну, достаточно очевидно, что как только открывается контейнер, то покупатель или получатель продукции в первую очередь видит упаковку. Вот. Поэтому, по сути, это является таким своеобразным лицом нашей компании вот, в глазах наших покупателей. И я присоединяюсь к Дархану, хочу сказать, что не только качество продукции является визитной карточкой, но и качество упаковки тоже. Мы последние 4-5 лет получаем все больше и больше запросов от получателей продукции, от Камика, от Урана, о том, что они все-таки хотели бы уже отойти от дерева, потому что дерево, которое используется вместе с отправкой урана, его невозможно утилизировать, они его хранят. Вот те из коллег, которые были, в принципе, на этих предприятиях, могут подтвердить, там достаточно большие объемы хранятся, и с ним ничего нельзя сделать. Многие компании уже давно перешли на ленточный способ крепления, вот вы его видите. На самом деле мы вот буквально в прошлом месяце провели первые испытания с использованием ленточного крепления. Прошли они достаточно хорошо. Приезжали специалисты Урана, которые также участвовали в данном эксперименте, и они подтвердили, что в принципе ни одна бочка не открылась, все прошло хорошо, россыпи не было, поэтому если все пройдет хорошо, то думаю, что к концу этого года мы какую-нибудь первую такую тестовую поставку уже по новому методу упаковки сделаем. География продаж. Да. Опять же, смотрите, что хотелось бы отметить. То есть здесь очень важно сказать, что мы многие спикеры, в том числе и модератор, отмечал, что 12 лет подряд мы являемся крупнейшим производителем урана. Но только с 2018 года, как мы вышли на IPO, поменяли всю стратегию по маркетингу, по всему, мы стали и мировым лидером по продажам. Вот Камил Бахджан отмечала. С каждым годом эти показатели улучшаются, доход компании растет, объем продаж увеличивается как на уровне Казатомпрома, так и на уровне консолидированных показателей. Опять же, все это невозможно было бы, если бы у нас не было производства и не было того урана, который у нас есть. Вот. Почему очень важно правильно и выгодно продавать нашу продукцию? Как бы так
высоко не звучало, но урановые недра принадлежат народу Казахстана, а мы, как национальный оператор, несем большую ответственность за то, чтобы эффективно разрабатывать эти недра и продавать эту продукцию с максимальной выгодой для компании. В части того, чтобы у нас была безопасность продаж, и мы никогда не зависели от одного покупателя, мы достаточно хорошо диверсифицировали свою географию. Мы продаем практически каждой компании в каждую страну в мире. То есть количество покупателей у нас, по-моему, за последние 4 года выросло почти втрое. То есть работаем с каждым атомным реактором практически в мире. То есть у каждого атомного реактора есть след Казатомпрома? Ну, практически да. То есть, во всяком случае, как минимум в каждой стране материал Казатомпрома обязательно поставлялся, он был. И то есть каждый покупатель так или иначе этот материал уже использовал. Вот. И что хотелось бы отметить в конце, все те результаты, все то, чем мы можем похвастаться и говорить, что мы мировые лидеры, все это делается благодаря слаженной работе всего коллектива. Это не только реализация, это и добыча материала. Поэтому без всех нас данных показателей не было бы, мы бы не могли гордиться и уверенно заявлять о том, что мы мировые лидеры. Спасибо. Спасибо большое. Можно один вопрос? Назовите вот основной рецепт вас как главного реализатора, да, продукции на мировой рынок. Как удержать это лидерство? Ведь, может, да, нелегко это лидерство достичь, но как в спорте, я знаю, что вы очень признанный спортсмен, вы хорошо играете в футбол. Раньше. Бывших не бывает. И как удержать это лидерство? Как вам это удается? Да, вопрос очень хороший. Но знаете, когда как страна мы производим 45% мировой добычи, а как компания более 24%, у нас вариантов в принципе нету. Мы должны хорошо продавать, а помогать в этом нам как раз помогает диверсификация, чтобы не зависеть от одного поставщика. И на самом деле несмотря на то, что мы страна, которая находится в центре континента и у нас нет выхода к морю, зато у нас есть два преимущества. Мы очень близко к России и Китаю. Это самые два крупных рынка, которые в будущем будут создавать тот самый спрос на рынке. Спасибо большое.